В эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях уходящей среды. В студии ведущий Василий Радченко. Смотрите сегодня. Впервые за последние несколько недель количество суточных заболевших коронавирусом в Якутии опустилось ниже 70. Привлечь новых специалистов и остановить отток населения можно грамотной профориентацией. Наши корреспонденты узнали, кто сегодня нужен Дальнему Востоку и какие кадры будут востребованы завтра. Менее 3 недель осталось до голосования за поправки к главному закону страны. Как в текущей эпидобстановке планируют обеспечить безопасность на участках? – 67 случаев коронавирусной инфекции выявили в Якутии за сутки. Из них в столице региона 64, по одному случаю в Нюрбинском, Татинском и Горном районах. Все заболевшие госпитализируются, их контакты выявляются и изолируются. За весь период в республике официально зарегистрировано 2753 случая заражения, 17 летальных исходов и 1511 человек полностью выздоровели. Глава Якутии в ходе брифинга сегодня рассказал, какие меры будут приняты в эти выходные и при разных сценариях развития событий в следующей неделе. Подавляющее большинство заболевших вообще в целом по республике, если посмотреть с начала болезни, 78% это жители города Якутска. Поэтому, конечно же, город Якутск пока вызывает опасения. Мы должны очень серьезно дальше просчитывать, как будут ограничительные меры именно здесь сниматься, для того, чтобы не допустить новых вспышек. Вместе с тем, еще раз говорю, что у нас определенная стабилизация есть за последнюю неделю. Это как раз в том числе и результат тех действий, которые были приняты оперативным штабом республики и города в части введения определенных ограничительных мер по торговле. С учетом данной ситуации мы посчитали нужным в эту субботу, 13 числа, объявить санитарный день для оптовых баз. И думаю, что магазины уже закрывать все не надо на субботу-воскресенье, но вместе с тем для оптовых баз, где на самом деле требуется постоянная санитарная обработка, постоянная дезинфекция, суббота выходным днем должно стать. Также Айсен Николаев рассмотрел вопросы поддержки строительной отрасли и ход выполнения региональных и федеральных программ по строительству новых объектов. Глава отметил сохранение беспрерывной работы на ключевых стройках, несмотря на пандемию. Однако есть резкий спад темпов строительства и ввода новых жилищных объектов в городе Якутске. При этом спрос на новостройки среди покупателей резко возрос, в частности, в рамках программы льготной ипотеки. Чтобы максимально эффективно реализовать федеральные программы и сохранить объем финансирования, необходимо разработать новые пути решения по поддержанию масштабов жилищного строительства. Руководители строительных предприятий рассказали, что столкнулись с объективными трудностями в текущей обстановке. Они связаны с административным барьером при оформлении необходимой документации, недостаточным количеством кадров на стройплощадках и ограничением поставок стройматериалов и оборудования. Органы власти отметили, что для снижения негативного влияния производится субсидирование процентной ставки на кредиты для строительных компаний, авансы подрядчикам, обеспечение строительных организаций трудовыми ресурсами. Минвостокразвития подготовила механизм снижения страховых взносов до 7,6% для резидентов арктической зоны. Поручение по данному вопросу давал вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Инициатива призвана стимулировать предпринимательскую деятельность на арктических территориях страны. То есть корпорация развития Дальнего Востока выплатит за инвестора разницу между начисленным объемом средств и установленным порогом в 7,6%. Этот показатель складывается из обязательных отчислений в пенсионное страхование в размере 6%, социальное страхование 1,5% и медицинское страхование 0,1%. При этом предприниматель должен не только иметь обязательную регистрацию в качестве резидента арктической зоны, но и предоставить в управляющую компанию подтверждение об уплате своей части начисленных взносов. Развитие Дальнего Востока – это одно из приоритетных направлений государства. Об этом заявил в своем послании Федеральному собранию в 2013 году президент Владимир Путин. Сейчас активно разрабатываются программы, как сделать регион заманчивым для жизни и работы. Эксперты же отмечают, важно не только привлечь новых специалистов, но и остановить отток населения. Сохранить молодежь на местах можно путем грамотной профориентации. Кто именно сегодня нужен Дальнему Востоку и какие кадры будут востребованы завтра? Об этом материале Максима Кардозу.
100 тысяч новых специалистов. Именно столько сотрудников будет необходимо предприятиям Дальнего Востока в ближайшие 5 лет. И это без учета учителей и врачей. Такие данные предоставляет Агентство по развитию человеческого капитала. Главные работодатели региона – это добывающие компании, строительные заводы, рыболовство, отрасль туризма. В Якутии этот список пополняется еще сферами энергетики, геологии, информационными технологиями. Хочется отметить такой момент, что в последнее время очень бурно в Якутии развивается IT-отрасль. И специалисты в этом направлении все больше требуются работодателям. Кстати, очень классно, так приезжая в другие субъекты Дальнего Востока, слышать, что Якутия является флагманом развития IT-отрасли на Дальнем Востоке. И на самом деле представить это определенное количество лет назад было сложно, но сегодня это реальность, и это очень круто. Одной из главных кузнец кадров для Дальнего Востока является Северо-Восточный федеральный университет. ВУЗ быстро отреагировал на потребности работодателей и сегодня сотрудничает с крупнейшими компаниями в регионе. Причем СВФУ – это единственный дальневосточный университет, который входит в сеть партнеров «Газпрома». Университет тесно сотрудничает с нефтегазодобывающими компаниями, например, Тасюряхнефтегазодобыча, дочерней компанией «Роснефть». Лучшие студенты поощряются корпоративными стипендиями. Специалистов нефтегазового профиля готовит геологоразведочный факультет университета, Миннинский политехнический институт СВФУ. Причем выпускники среднеспециальных образовательных учреждений – это тоже востребованные кадры для крупнейших корпораций. И промышленные гиганты, такие как Колмар, активно интегрируются с учебными заведениями республики. Подобный кадровый подход увеличивает дальнейшее трудоустройство выпускников. Наша компания тесно сотрудничает с Южно-Якутским технологическим колледжем в части подготовки будущих работников, которые на стадии трудоустройства начинают обучение по необходимой профессии. Студенты учебных заведений проходят производственную и преддипломную практики на предприятиях компании. Республиканские вузы и среднеспециальные учебные заведения продолжают мониторить рынок труда. И с 1 сентября в Якутии начнется подготовка специалистов по 12 новым направлениям. Например, для будущей Жатайской судоверфи. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва, Якутск, Нерюнгри. До старта приемной кампании Северо-Восточного федерального университета осталось 10 дней. Вступительные экзамены начнутся 20 июля и будут проводиться с использованием дистанционных технологий. При этом личность абитуриента будет идентифицироваться. Медицинскую справку о состоянии здоровья можно будет предоставить после зачисления в ВУЗ. Подробнее о дистанционном приеме популярных направлений и росте количества бюджетных мест рассказал ректор СВФУ Анатолий Николаев. Все правила записаны у нас на нашем сайте. Для каждого подающего документы в наш университет будет открыт личный кабинет абитуриента. И только через личный кабинет при регистрации можно уже онлайн подавать документы. Все документы должны быть отсканированы в определенном формате и подают. Документы по почте или через госуслуги мы принимать не будем. Обычно их бывает достаточно много, да, но в онлайн-режиме мы ожидаем еще больше, потому что это было связано и с приездом сюда, в городе Якутск. Не у всех бывает возможности присутствовать лично. Да, и в онлайн-режиме мы, может быть, расширим наши границы приема документов. Приемная кампания все это покажет. Досрочное голосование по поправкам к Конституции пройдет на труднодоступных территориях в 28 районах Якутии. В частности, там, где проживают оленеводы, коневоды и на отдельных метеостанциях. Все необходимые меры безопасности от коронавируса будут соблюдены. По подсчетам специалистов, в досрочном этапе голосования примут участие около 8 тысяч человек. Организацию и проведение досрочного голосования будут осуществлять члены более 140 участковых комиссий при помощи вездеходов, моторных лодок и вертолетов. А познакомиться с историей главного документа страны можно в президентской библиотеке имени Бориса Ельцина. Причем не выходя из дома, с помощью виртуального 3D-тура. Там представлен целый зал, посвященный конституциям государства. В открытом доступе документы, фотографии и кинохроника, которые рассказывают об основных государственных законах страны. Представлены этапы создания и принятия Конституции Российской Федерации 1993 года. И, конечно, появится раздел, посвященный голосованию по поправкам 2020 года. Самым интересным центральным экспонатом нашего зала Конституции является инаугурационный экземпляр, который был подарен в день открытия президентской библиотеки Дмитрием Медведевым. Это единственный инаугурационный экземпляр, на котором приносится клятва президента во время инаугурации.
Поправки в Конституцию готовы поддержать более 60% желающих проголосовать. Таковы данные последнего опроса в ЦИОМ. Принять же участие в голосовании 1 июля готовы 67% россиян, то есть 2/3. Наши корреспонденты тоже проводят опрос среди якутян. И сейчас узнаем, как к предложенным поправкам относятся жители Мирного и какие из инициатив им импонируют больше всего. Я за поправки, потому что я за будущее наших детей, за молодежную политику, за новые изменения, которые пришли к нам и внесение их в Конституцию по защищенности наших граждан, по защищенности семьи, детства, чтобы это были приоритетными направления в развитии политики России. Почему я буду голосовать за принятие поправок Конституции? Ну, во-первых, не секрет, что Конституция последний раз у нас принималась 17 лет назад, в 1993 году. Прошло уже сколько времени, страна стала совершенно другой. Почему мы должны жить по тем же самым законам, которые принимали почти 20 лет назад? Нынешние поправки Конституции, они содержат очень много важных, очень много толковых норм, которые нужны нашей стране буквально сегодня. Для меня, например, очень важным моментом это поправка к статье 79 Конституции, в которой указывается о приоритете российского законодательства над международным. Ведь это очень важно. Вспомните, сколько раз различные гаагские, стокгольмские, еще всякие прочие суды навязывали нам решения, которые мы не могли оспорить или обязаны были выполнять, или придумывали какие-то разные уловки, чтобы от этого ускользнуть. Теперь законодательство, наша Конституция прямо говорит о приоритете российского законодательства над международным. Что это значит? Это значит, что страна будет более защищена. Это значит, что никакие мнимые друзья и партнеры в угоду своим каким-то интересам не навяжут нашей стране невыгодные нам решения. Даже только один этот пункт очень важен. А в Конституции есть еще очень много других пунктов, которые надо в первую очередь внимательно прочитать. Внимательно прочитать и понять, что новая Конституция, она дает неизмеримо больше и возможностей, и прав, и гарантий, и свобод каждому человеку. Если мы это прочитаем, даже просто прочитаем, мы поймем, что за нынешнюю Конституцию обязательно надо проголосовать. С учетом нынешней эпидобстановки будет принят ряд мер для обеспечения безопасного голосования. Что это за меры, узнаем у Полины Долинской. Республика готовится к общероссийскому голосованию. К принципам открытости и прозрачности добавятся беспрецедентные меры безопасности. Главной задачей избирательной комиссии является обеспечение безопасности для здоровья как для голосующих, так и членов избирательных комиссий. Мы принимаем все зависящие от нас меры, которые рекомендованы нам Центром избирательной комиссии России совместно с Роспотребнадзором Российской Федерации. В целях профилактики рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции, при подготовке и проведении общероссийского голосования подготовлены соответствующие рекомендации избирательным комиссиям, участникам голосования и наблюдателям. Согласно этим рекомендациям, в избирательных участках необходимо организовать следующие мероприятия. Это раздельные потоки участников голосования, то есть раздельные входы и выход должен быть, исключение массовых скоплений людей, бесконтактную термометрию, специальные линии указатели должны быть для соблюдения социальной дистанции, должны быть антисептические средства. Во избежание массового скопления людей граждане могут проголосовать в течение дополнительных 6 дней до основного голосования. 25 июня участки примут первых голосующих. Помимо избирательных пунктов, голосования будут проходить на дому. С 25 числа, подав заявку в участковую избирательную комиссию, или с 16 числа уже можно на портале госуслуг подавать такие заявки,
и можно тогда будет проголосовать вне помещения для голосования. Ну, то есть то, что известно избирателям как голосование на дому. В настоящее время не требуется наличие какой-то уважительной причины для подачи такой заявки. Достаточно позвонить в участковую комиссию, и к таким избирателям участковая комиссия, начиная с 25 числа, уже может осуществлять выезды. На каждом участке будет организован пункт температурного контроля. Все участники голосования будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, таких как одноразовые перчатки, маски и одноразовая ручка. В целях соблюдения социальной дистанции будет нанесена разметка. В течение всего дня пункт голосования будет неоднократно проветриваться и обрабатываться дезинфицирующими растворами. Забота о гражданах своей страны – это обязанность государства, а участие в голосовании за внесение поправок в Конституцию Российской Федерации – это гражданский долг каждого из нас. Ведь именно от этого зависит наше с вами будущее. Полина Долинская, Илья Сыромятников, Якутск. Ленточки в цветах российского триколора начали раздавать в Якутии. Акция стартовала ко Дню России. Раздача символики гражданам производится бесплатно. С учетом эпидситуации их распространяют в основном в продуктовых магазинах и аптеках. Также в сложившихся обстоятельствах сам праздник было решено провести в онлайн-формате. На интернет-площадках, в социальных сетях и официальных сайтах проведут трансляции концертов, викторины, флешмобы и множество акций. Подробнее о том, как принять участие в торжествах, посвященных Дню России, расскажет наш корреспондент Юрий Осипов. Традиционно День России отмечался с размахом. В этот день вручались паспорта юным горожанам, проводились торжественные митинги и концерты. Однако сложная эпидобстановка внесла свои коррективы. Празднование Дня России переходит в онлайн-режим. В социальных сетях и официальных сайтах ведомств будут проводиться дистанционные викторины, виртуальные экскурсии, онлайн-концерты и многое другое. Присоединиться может любой желающий. Кроме этого, 12 июня во дворах Якутска артисты проведут дворовые концерты. В финале будет исполнен гимн России. Нами определены 3 локации. Район 17-го квартала, район Прометей и 203 микрорайон, где силами театрально-зрелищных учреждений нашей республики будут поставлены концерты. Прозвучат песни о России, об отчизне, о любви к родине. Также в 12 часов дня состоится общереспубликанское исполнение гимна Российской Федерации. День России символизирует собой начало новой истории нашей страны. Сегодня он олицетворяет национальное единение народов России и нашу общую ответственность за будущее страны. В этом году этот праздник имеет особое значение. С одной стороны, пандемия, где мы находимся в условиях самоизоляции. С другой стороны, это юбилей Великой Победы. В-третьих, это голосование за поправки в основной закон Российской Федерации. В-четвертых, события последних дней, связанные с расовыми волнениями. Кульминацией празднования Дня России в республике станет зажжение якутской телебашни в цветах российского триколора. Гигант высотой более 200 метров возвестит о завершении торжественных мероприятий, посвященных празднику. Юрий Осипов, Илья Сыромятников, Якутск. И на этом программа подошла к концу. Спасибо за внимание и до свидания.